Сегодня у нас подкаст. Тема – это созидание, новаторство, будущее Казахстана. Да? Понятное дело, в целом, бывает очень часто появляется идея у человека. Да? Идея порой меняет жизнь определенного человека, семьи, коллектива, городов, страны. Но порой, когда идея начинается, да, люди задумываются, а получится ли, смогу ли. Ну, здесь сразу появляется риторический вопрос. Я хочу прямо с этого и начать. Такой академический вопрос. Некоторые говорят, грош цена идеи, а некоторые считают, что идея – это начало большого чего-то. Вообще, как вы считаете? Сегодня в гостях у нас Туганов Давид Хамитович, можно просто Давид. Да? Давид, давайте. Мы будем говорить о инновациях, о идеях, ну и о молодежи, обо всем. Да? Вот первый вопрос. Я считаю, да, все начинается с идеи, как это сказано в одной из книг, да было слово в начале. Идея возникает у людей, гениальная или кринжовая идея, точно на языке, да, будем молодежи говорить. И у нас даже такая есть аксиома или фраза, да, не бывает глупых идей, мы делаем там сессию взаимомышления, с детьми и со взрослыми, неважно, да. И во время мозгоштормов, брейнштормов, надо, чтобы как можно больше идей звучало. И неважно какие, нужно, чтобы из мозга просто... Вот, пример, давайте мы сделаем так, чтобы Кустанай появился на карте мира в креативных индустриях. Дайте каждый там по 50 идей. И вот начинается идея, да? И все начинается идея. И там, конечно, будет там 500 идей. И какая-то будет очень крутая, да, которая позволит там Кустанаю появиться на радаре мира в какое-то там направлении. Поэтому я считаю, да, все начинается с идеи. Нужно создавать воронку идей, да, получается? Да, чем больше идей. Но. Этого мало. И поэтому вы правы, когда говорите, что кто-то говорит, что идеи иногда не стоят ничего. Так обычно говорят, знаете, в стартаповской среде, ну, типа, ой, все приходят с этими идеями. И почему вот эта фраза появляется, идея ничего не стоит? Да с этими идеями вы там 500-е пришли, а вы начните ее делать. Это уже вторая сторона медали, да? Одно дело придумать, это одни компетенции нужны. Мы сегодня тоже, надеюсь, поговорим, да, какие должны быть... мозги у человека, да? А второе – это компетенция, назовем так. А вторая – это компетенция эту идею воплотить. Это уже другой набор. Поэтому идея – это одна рука, воплощение – это уже вторая рука. И вот в этом тандеме надо как бы делать. Ответил на вопрос? Ну, Давид, мы знаем, вы президент Альянса креативной индустрии Казахстана, да, это большое движение, это очень, как сказать, новое направление, ну, по крайней мере, для нас, да, в мире. Мы вот пока с вами ехали, обсуждали, да, обсудили, какие страны ушли вперед, кто остался позади, где мы находимся. Я перед тем, как с вами встретиться, я начал изучать вас, а оказывается, мы на друг друга подписаны. Мы даже порой как бы лайкаем друг друга, значит, интересны. И вот вопрос такой. Как вы пришли к этому? Вот вы сами задали вопрос про Кустанайскую область. Вы же уроженец Кустанайской области, да, родились в Лисаковске. Как мы можем это внедрить здесь? Что мы можем сделать? Да. Несколько вопросов задали, отвечу. Родился я в Атбасаре, но да, Лисаковск, родной город, Кустанай, родной город. Учился в Кустанае, и здесь прошли мои наилучшие вожатские года, 6 лет подряд ровесник. И, наверное, вот когда говоришь про родные края, я вот буквально недавно здесь был, мы ходили по городу, смотрели на что изменилось, да, на людей. Совершенно другой вайб. Вот после Алматы, там, Астаны. Я недавно был в Москве, Душанбе, Ташкент. И вот все прошло за 2 недели, да, и тут вот попадаешь в Кустанай, этот вайб, и прям с супругой ходили, я говорю, слушай, вот он, вот это нигде этого, это не передать, это кустанайский вайб. Да, однозначно. Да, очень крутой и так далее. И на самом деле, если посмотреть, как там появиться на радаре, да, однозначно везде есть какая-то изюминка, и надо просто понять, а в чем суперсила, да, города. Понятно, мы не создадим здесь Голливуд, предпосылок нет, да, условно говоря, но можно что-то другое создать. И для этого нужно просто начать, опять же, тоже мозгоштурм. Так, ребята, что у нас есть? Мы родина чего? Так, сельхозка, как минимум, да, автопром. Да, однозначно. Да, и что-то еще можем взять, условно говоря, да. И если качать в эту историю, слушайте, а что, если мы сделаем музей интерактивный
пшеницы. Я не знаю, что. На открытом, еще под И открытым возведем небом, это в да? абсолют, и все здесь будет, и у тебя все, и пожалуйста. И эту историю можно так развернуть, и что и оказывается, что и самый большой там, музей интерактивный, можно поиграть и попробовать, не знаю, 500 видов хлеба мира, да, и это будет Кустанай. Не знаю, самый большой фестиваль хлебобулочных изделий мира, он будет Кустанай. И миллион туристов просто приедет, да, на какой-то редчайший вид горной пшеницы, которого сделан там багет, батон или баурсак. Да? То есть, понимаете, я вам сейчас на ровном месте нагенерировал какие-то, возможно, кринжовые идеи, а возможно, если там затюнить и так далее. Вот. Это первая часть, наверное, вашего вопроса, или вторая часть, да, что можно было бы сделать там в Кустанае. Да, ну да. А вторая часть вопроса у вас была про как я пришел, наверное, к креативной индустрии. Ваш путь в целом. Да. В целом, наверное, если кратко рассказать, я закончил Кустанайский государственный университет по специальности информационной системы в экономике со знанием английского языка. Так нас завлекли в эту историю. 6 лет проработал в педагогическом отряде «Ровесник», который дал очень шикарнейшие навыки, знания. Наверное, там вот этот креативная индустрия, на самом деле, там родились, потому что ты должен с детьми, да, песни петь, кричалки кричать, игры придумывать, концерты организовывать, клипы, театральные постановки, то есть все, ремесло, пожалуйста, да. Чем тебе не креативная индустрия? Чистой воды. И, наверное, вот эти навыки, они там начались. А дальше работал здесь, в Кустанае, поступил по Балашаку, в Штатах, кибербезопасность системно администрированная, вернулся в Астану, Самрук Казана, инженер, путь от него до директора по IT, генеральный директор. Новые компании мы создали по трансформации бизнеса, занимались цифровизацией, бизнес-инжинирингом, создали облачный провайдер. Да, потом, соответственно, я узнал про методику, такую называлась дизайн мышления. Мне очень сильно понравилось, и она была про то, как нестандартно находить пути решений от проблем или, скажем так, новый продукт или сервис в целом. И это мне очень сильно импонировало. По сути дела, ты включаешь некий режим, коробка передач, да, креатив включайся и генерируешь. Спорт-режим. Да, это очень сильно понравилось, и, соответственно, я искал, где бы профессиональному это обучиться, и где найти единомышленников, практиков, и ближайший центр, сертифицированный по методике Стэнфорд, был на тот момент в 2018 году в Москве, Центр дизайна мышления, и вот полугодовое обучение, сертификация, и то есть есть знания, есть нетворкинг, мы понимаем, в Казахстане, в Центральной Азии вообще этого нет, и мы открываем лабораторию дизайна мышления. То есть, по факту это лаборатория инноваций, это вот тема сегодняшнего подкаста, да, новаторство, инновации. И по факту вот мы начали, по сути дела, организовывать консалтинговый бизнес вокруг инноваций. У нас был фокус один, это B2B, это крупные компании, то есть мы продавали, грубо говоря, активацию потенциала сотрудников, да, за короткое время можно с помощью методик различных Короче, акселерация сотрудников. включить просто мозги на креатив, ну, по-простому, да, вот, и то есть мы пришли, вот, грубо говоря, в такой рынок, который не знает никто таких слов. Дизайн мышления, дизайн thinking. То есть мы сначала там 15 минут объясняли, что это такое. Да? То есть абсолютно такой был Гринфилд. Вот. Мы запартнерились с Международным финансовым центром Астана, вот там открыли лабораторию, в стекле все, да, такой Google стайл. Вот, и начали. И потихонечку сарафан быстро работает. Одна компания, вторая, третья. Тут стартапы, Астана Хаб, Мост, Нурис. Это все наши, да, вот 3 экосистемы по стартапам. Пришла Академия госуправления, такие, слушай, нам интересно там дизайн мышления. Вот, и потихонечку закрутилось, завертелось, шел год, второй, и так органично получилось, что мы начали вроде с консалтинга, а у нас бизнес, государство и общество. 3 трека, то есть с бизнесом мы занимаемся консалтингом, маркетинг, продукты, да, стартапы, да. Государство, мы запартнерились с Академией госуправления, это человекоцентричные методы, да, для государственных служащих. Мы там совместно создали очень крутую программу, 5 лет мы принимали в ней участие. Это 3-месячная программа по прокачке высших политических, это министры, вице-министры, акимы, замакимы, да, и делали такой проектный подход 3-месячный. И к нам случайно в один из дней
между, значит, проектами консалтинговыми пришли дети, они на первом этаже, 10 класс сидел. Они такие: слушайте, мы видели у вас вывеску «Дизайн мышления», мы погуглили, прикольная тема. А можете нас это обучить? Мы такие: время есть. Давайте, как раз у нас был коммерческий проект, мы с BI-группом делали проект, мы их обучали, такое проектное обучение «Умные квартиры». Это был 2000, наверное, так, 19 год, вот, сколько лет назад. Вот, и мы дали прототипы, и ребята сделали умные ванны. Прям прикольно так получилось. Мы даже никогда не думали, что ванная может быть умная, там, в датчиках и так далее, да, это подростки. А потом пришли вторые классы, а потом пришли за ними учителя, они такие: слушайте, нам дети рассказали, тема-то прикольная. Мы такие: ну давай, обучим учителей, как эту методику применять в школе, в проектной деятельности, да. Просто, да, так обучили одну группу учителей, а они что же между собой общаются? К нам другая школа пришла, третья, и вот так вот год не прошел, у нас там сотни учителей, там не только Астана, мы даже там для всего Бурабайский район в Кочетав выехали. Тоже так. Собрали всех заучей, да. И все-таки вернулось, знаете, вот это вот вожатство. Опять. Да-да-да, опять же, да, дети. И на самом деле, и вот там мы увидели очень крутой момент, который очень фундаментально поменял всю следующую траекторию. Когда мы говорим, а где и когда рождается инновация. Выяснилось, да, вот мы там начинали с бизнесом, со взрослыми работать, да, но когда мы начали работать с подростками, у них идеи еще круче. У них нет вот этого, знаете, барьеров ограничивающих. Рамок нет, да? Да, они начинают там фантазировать, да, очень, и на самом деле вот эти вот, как мы называем, там, одна кринжовая идея, помноженная на другую кринжовую идею, может тебя направить на какую-то интересную идею. И вот в данном случае, наверное, дорожка привела к тому, что от государственной 9-летней практики, да, системной трансформации сложных структур мы перешли в плоскость трансформации мышления, да, а как решить проблему нестандартным способом. И выяснилось, что этот навык решения проблемы любой сложности от государства до школы, он нужен всем. И мы поняли: вау, это разве не есть инновация? В управлении. Больше, наверное, инновация вообще в мышлении. То есть даже в так называемом, есть такой даже термин в английском языке, называется troubleshooting, да? Или problem solving техники, да? А как эту проблему решить? И выясняется, что иногда проблему можно решить не прямо, а вот там косвенно, да, необычно. Да. Мы сегодня неоднократно говорим про мышление, и вот если посмотреть на, скажем так, навыки будущего, или вот у нас сейчас повсеместно, да, там, искусственный интеллект, про него там кто только не говорит, но это инструмент. То, как мы им пользуемся, зависит от вашего прокачки, мышления. Я периодически спрашиваю ребят у всех возрастов, там, от детей до взрослых, да, как вы пользуетесь ChatGPT, условно говоря. И в основном это, знаете, как это, как Google. Да? Типа, там, как варить макароны, сколько. Но, по сути дела, если разобраться, да, у нас здесь впервые в истории человечества все знания мира в доступе одного промпта. Да. У нас даже в лексиконе, да, появилось новое слово промпт. И тем не менее, большинство пользуются не как источником вселенской мудрости, а какие-то бытовые вопросы. И вопрос возникает, почему? Ответ у нас есть, потому что мы начали заниматься этим вопросом, когда начали делать это сессии дизайн мышления, когда люди приходили и через 4 часа уходили: вау, Давид, спасибо, мы за 4 часа поняли, как увеличить продажи в 5 раз. Хотя мы вообще даже от отрасли не знали, да, мы просто сказали, сфасилитировали и, по сути дела, переключили мышление из аналитическое в креативное. И тогда, да, 7 лет назад мы задались вопросом, с командой мы сидели такие: слушайте, ну дело-то не дизайн мышления, не в стикерах, что-то с мозгами, что мы такое делаем, что включается вот это вот аха-момент, ну прям его называют, да, сейчас ученые, это определенные волны. Альфа, бета, да, тета. Тогда мы этого не знали. Но мы начали копать, изучать, смотреть, да, и вот дизайн мышления, я даже помню, искал, а сколько вообще видов мышления есть? Ну, окей, нас обучали, есть критическое, системное, аналитическое, конвергентное, дивергентное, инженерное и так далее. И там, я помню, даже заходишь на Википедия на русском языке, и там 55 видов мышления. Заходишь на английскую, там другая цифра. И мы поняли, что на самом деле это антологии никто нормально не сделал. И вот мы тогда попытались первый раз классифицировать вот эти виды мышления. И мы выявили, наверное, таких
скажем так, два уровня. Первое – это там, типология, допустим, да, вот конвергентная, дивергентная, то есть расходящая, креативная, исходящая, аналитическая. Ну, вот такая, да, таксономия в свое время была придумана людьми. Но дальше возникла такая история. Вот, допустим, если вы в армии служили, говорят, да, в цирке не смеется. То есть, если человек прожил какой-то опыт, или вот кто в общаге жил, да, спросите у него, да, как он продукты в холодильнике хранит, лайфхаки. То есть какой-то жизненный опыт, он тоже дает некую линзу, и мы тогда сказали, окей, это линза мышления. Да, понятно, что у нас есть психотипы, 16 психотипов, оно накладывает отпечаток фильтр, да, потом ты студент, потом в армии, потом ты стал папой, мышление мужчины до отцовства отличается после отцовства. Понимаете, конечно, да? Вы сказали, что вы в том числе госслужащий. Вот эта линза госслужащего, она тоже, да, проходя через нее, да, своим взаимоключением. И тогда вот мы начали эту историю чуть больше изучать. Как прокачка мышления, да, она дальше тебя провоцирует на более качественное действия. Вот. И поэтому мы начали смотреть, а какие тогда вот эти навыки будущего, чему надо обучать молодежь, если ты хочешь стать лучшей версией себя, с чего начинать. И вот тогда мы выявили несколько, да, важных моментов. Первое – это системное мышление. Системное мышление – это видеть всю картинку целиком. Очень крайне важна руководителям, государственным служащим видеть, как работает эта история. Но у нее есть один изъян. Нужно время, чтобы это все познать. То есть так вот за один день не изучишь. Нужно, да, все это детально изучать, каждую детальку и так далее, чтобы понимать, как это работало. Второе – это стратегическое мышление. А что такое стратегическое мышление? Ты понимаешь, как это работает как система, но еще в проекции времени, как это будет меняться в течение там, дня, месяца, года. И когда мы говорим про стратегию страны или там, предприятия, да, или стартапа, мы должны понимать, как это работает вся махина в проекции еще времени. И все не инертно, а да, у нас еще куча факторов внешних, влияющих. Конечно. От всем понятно геополитических до ковидов, да, всяких черных лебедей и так далее. Все может пойти не так. И ты его должен развивать системное, стратегическое. Второе, в море дезинформации ты должен еще развить критическое мышление, да? Ты должен фильтровать. Вот. Потом есть такое понятие, как позитивное мышление. И выясняется психосоматика. Если ты в негативе, ты программируешь себя реально на самоуничтожение, и там куча доказательств. Поэтому ты еще должен позитивно мыслить. И да, и вот я могу этот список перечислять. И выясняется, да, что-то критическое мышление, системное, стратегическое, позитивное. Это та база, да, а у нас еще… Это минимальный пакет. Это если ты хочешь быть успешным лидером, да, что-то трансформировать. Ну, ты не можешь что-то там трансформировать, если ты не понимаешь, как это работает, один из компонентов, у тебя что-то просядет. Это, наверное, базовое мышление. Нужно знать, что спросить. Это самое и вот мы говорим теперь, у тебя тогда должно быть надсмотренность, системное мышление. Ты должен понимать, как это работает. Вот. И роль правительства, роль государства – заложить вот эти фундаментальные знания по всей цепочке образования. Садик, школа, колледж, вуз. Чтобы на каждом уровне, да, человек в своем возрасте знал, да, что спрашивать. И даже есть такая штука в консалтинге, в психологов, называется матрица осознанности и компетенции. Да? Я могу быть неосознанным и некомпетентным. Могу быть осознанным, да, и некомпетентным, могу быть и осознанным, и компетентным. Поэтому очень важно здесь, чтобы в эпоху инфошума, инфо-цыган правильные тезисы, термины, определения, кусочки вот этой полезной информации, они доносились до семьи, до родителей, до детей и так далее. Я считаю, что это тоже надо обучать в школах. В школах создавать эти, как дебаты, знаете, в школах были. Так, ребята, тема отстрел домашних животных, диких собак. Ваша команда защищает этот аргумент, эта команда против. Да, и ты вот формируешь критическое мышление. Здесь то же самое. Ребята, конфликт, ругайтесь. Решайте. Да, находите пути. Здесь я тоже вижу, что, наверное, когда мы говорим про инновации, да, как вот быть новатором, я занимался бизнес-развитием десятков, наверное, стартапов. Очень классный продукт с трекшеном. Ну, кто не знает, трекшен, значит, это, есть продажи. Да, но рассыпалось все. Два фаундера просто одномоментно просто становились там врагами, разругивались, да. А
проект классный, продукт классный, все работает, но все, конфликт, да, и в инкубациях учат, в инкубаторах, акселераторах, да, учат, как тебе продукт создавать, его продавать, но никто не обучает. Как взаимоотношения партнерские. Конфликты будут, да, надо там вот эта вся эта история. И выясняется, что даже классная инновация, она рушится об скалы недопонимания. Конфликты это иногда просто ты в коммуникациях какие-то ошибки. Я вот помню, по-моему, если не ошибаюсь, Руслан Берденов в одном подкасте сказал, когда они с новыми партнерами обсуждают новый какой-то бизнес-проект, в первую очередь они начинают обсуждение с того, как они будут расходиться в критической ситуации. С этого нужно начинать. И это как раз вот интересный кейс. Нужно изначально договориться, ребята, да, как будем расходиться. Но я бы добавил к этому историю, почему конфликты возникают, ценности не совпадают. У меня был такой кейс с партнером, да, у меня всегда внутри меня какая-то, знаете, такая субличность, какую-то пользу, импакт поделать. Ну, видимо, вот вожатство отпечаток оставило, да, и вот когда, соответственно, дети, учителя начались, а это фонды, мы бесплатно все это обучали. То есть как с учителей брать деньги? Ну, конечно. Или с детей, да, ну, с фондов общественных, да, НПОшники. Это сейчас мы там активно культивируем, чтобы социальное предпринимательство было и так далее. Вот, а на заре НПОшники и так далее. И, грубо говоря, выбираешь, да, тут есть коммерческий проект, есть социальный проект. Но душа хочет помочь. И тут возникает конфликт. То есть один партнер говорит, слушай, мы же про деньги. Я говорю, ну слушай, ну это тоже важно. И у нас уже ценности не совпадают. И вот очень важный момент, когда вот с партнерами, с фаундерами, да, как мы будем там расходиться, поговорить, но самый главный момент – ценности какие? Мы этот бизнес делаем для чего? Просто чтобы с деньгами, да, или мы хотим пользу для общества, или там икигай сделать, да, и так далее. Я всегда говорю, если бы хотел деньги заниматься, я бы, там, не знаю, с Харгос, челноком, да, просто купи-продай, да, стандартная как бы схема. Но всегда моя миссия, вот, которую для себя сформулировал, пока я живу, каждое мое действие должно как можно больше людей стать лучше. Да, через что я понял, я не смогу создать там какой-то там компьютер, iPhone и что-то еще, там, как Илон Маск, да, но я смогу прокачать, открыть новые горизонты через развитие, прокачку мышления. У нас даже кредо по-английски так называлось upgrade yourself, upgrade others, или прокачай себя, прокачай других. Да, системно. То есть те методики, которые мы применяли в бизнесе, в консалтинге, они очень круто работают. Это доказано на сотнях проектах, частных, корпоративных, государственных, общественных. Все это работает. И мы поняли, надо это дальше делать как продукт, и как можно больше людей должны через это пройти, через эту прокачку. Мы поняли. И тут прошла трансформация, да, потому что мы говорим там про Казахстан, патриотизм и так далее. У нас 20 миллионов. Но если твоя методика может помочь не только 20 миллионам, а 100 миллионам, а 500 миллионов, а 7 миллиардов населения, why not? Почему? Ну, то есть нас ограничит только язык. Да, делаешь на английском языке модуль, да, критическое мышление, системное мышление, все у тебя, все это по-английски как бы делает. И мы сделали, вот сейчас наш продукт, это академия, без учителей, AI-based, да, русский, казахский, английский, китайский. Ну, в принципе, все языки можно сейчас сделать с помощью ИИ, да. Все знания теперь, вот то, что было раньше барьером, барьера нет, благодаря искусственному интеллекту. Вот даже сейчас, да, наш подкаст захотят послушать, не знаю, на суахили. Да? Одна кнопочка в YouTube и, пожалуйста, слушай на суахили, да? Раньше это было недоступно. И вот классный кейс, мне нравится, возможно, не все наши слушатели это знают, но не так давно, месяца 2 назад, соцсеть X, ну, по-нашему Twitter, сделали крутую вещь. Маск сделал автоперевод. Теперь ты можешь видеть на своем языке твиты с любой страны. То есть, если ты там, у тебя основной язык русский, ты можешь видеть там твиты с Японии, с Испании, не знаю, с какой-нибудь там экзотической страны, на том языке, который выбрал. Хочешь на казахском? Пожалуйста, у тебя все на казахском. И выяснилось, в каждой стране есть свои приколы, мемы. Люди, в принципе, одинаковые, да, убрались границы. И это благодаря искусственному интеллекту коммуникации. Для меня X, Twitter загорался другими красками. Ты смотришь, да, ну, из других стран, о чем народ думает, мыслит, а раньше это был барьер язык. Поэтому сейчас, в принципе, если говорить про получение какого-то образования, все есть уже в открытом доступе. Курсы MIT открыты, Гарвард открыт. Да? Ты можешь изучить теорию струн, не знаю, какой-то квантовой физики,
да, супер навороченной, самостоятельно, не поступая никуда, все это есть. Но вопрос в другом. Надо знать, что спрашивать. И надо осознанно, а что спрашивать, чему сейчас обучаться. И неделя не приходят, у меня часто запросы, да, Давид, как ты думаешь, куда вот сына, дочь, куда, какой вуз, какая дисциплина. Сейчас и забирают работу. Что, программисты уже говорят, все, вымершая каста. Такие вопросы, да, вот. И, то есть, куда идти? И не заберет работу сантехника. Я вас умоляю, посмотрите на результаты робототехники Boston Dynamics и Unit 3 и последних достижений робототехники. Скоро к этому тоже приведут. Там такой бешеный прогресс, я просто робототехникой занимаюсь уже 7 лет, да, мы делаем STEM, чемпионаты, инкубаторы, то есть я понимаю, я между прочим, у генерального директора Boston Dynamics брал интервью. Я был в Ганновере на выставке CeBIT, выставка инноваций. То есть я всегда пытался эти инновации достать. И всеми возможными способами ездил на все эти конференции. И тут выступает Boston Dynamics, а я всегда за ними смотрел в интернете, это Atlas, все этих роботов, да. И тут он, фаундер, все, кто это десятилетиями делал, да, он показывает последние достижения, вот. И там куча журналистов к нему бьются, их не пускают. Креативность, я такой, как к нему попасть, как взять интервью. Я подхожу, говорю, I work with kids, интервью for kids. Он такой, kids, окей. Я такое интервью, я говорю, слушайте, робототехника, я из Казахстана, мы как раз STEM занимаемся. Что вы можете нашим изобретателям из Казахстана? И он что-то рейс загнул. Вот, кстати, есть это видос, можете посмотреть. Обожаю просто все, что связано с искусственным интеллектом, с робототехникой. Я вижу, что сейчас происходит. И знаете, где скачок произошел? Робототехники после ИИ. Раньше, чтобы роботов программировать, поднять кружку, опустить, это все сервоприводы, да, это нужно было все программировать. Это очень долго, муторно и дорого было, и так далее. Материаловедение еще, все это было, да, недоразвито. Сейчас, чтобы научить робота танцевать лезгинку, каражарга, не нужно физически это делать. Ты программно виртуализируешь его, и он делает у тебя миллионы этих танцев, движений, симуляции. Он совершает все виды ошибок в симуляции. То, что раньше нужно было это физически моделировать. Поэтому с конвейера он уже выходит обучаемый. Посмотрите последние эквилибристические методы робототехники и ответьте на вопрос. В ближайшие 5-10 лет заменит ли этот робот, который, скорее всего, будет продаваться BOD или Чанган по подписке $100 в месяц, да, сантехника, который не пьет, работает 24/7, приходит полностью весь со всем оборудованием, да, комплектованный. Хочешь, тебе манты приготовят, просто, наверное, чудесным способом. Хочешь, яму выкопают. Помните, это реклама МВД, муж в доме, робот в доме. Поэтому, наверное, что заменит ли ИИ рабочие профессии, сам ИИ нет, но ИИ в роботе. Это да. В этом мире. Это другая, наверное, тема философии. Надо бы с людьми разобраться, с навыками. Теперь, смотрите, да, мы конкурируем с кем? Когда мы говорим про креативную индустрию, и я активно занимаюсь непосредственно геймдевом, это разработка компьютерных игр. Почему? Я считаю, что Казахстан, Кустанай может появиться на радаре мира. Мы не сможем сейчас построить гигафактори, какой-то завод, Теслы, SpaceLink и так далее, да. Но мы сможем конкурировать в креативных индустриях без заводов, без минералов, без урана и так далее, да. Потому что в основе креативного продукта есть идея. Это ваш первый вопрос, да. Идея, которая стреляет. За эту идею кто-то готов платить. Так получилось, и здесь целую демагогию можно с философией, с научными мужами сделать, да. Почему в Казахстане так много талантливой молодежи, это факт. Посмотрите, как мы завоевываем Силиконовую долину. Да. И вы думаете, это случайность? Нет, это наука, да. И мы дискутировали неоднократно с мужами, учеными, да. Есть гипотеза очень интересная. Она связана с образом жизни народов в Казахстане. Какой образ жизни был? Кочевой. Кочевой. А что такое, с точки зрения мышления,
когда ты кочевник. То есть какие у тебя участки головного мозга больше всего прокачаны. Что как кочевник, да? Ты живешь в условиях неопределенности. У тебя завтра могут джунгары или джут. Да? Так же. Плюс у тебя очень круто организован весь быт и эргономика. Ты всю свою утварь, жилье, одежду, оружие и печку, где ты металл куешь, да, ты от кочевья до кочевья. То есть у тебя очень развито еще материаловедение, геометрия, физика. Ну, то есть топографические. Очень, да, и у тебя, и представляешь, у тебя еще там это все ты в голове держишь. У тебя через сказания, песни, сказания, да, передача поколенческих Фольклор. знаний, да, передается. Да, ну, тоже. То есть представляете, да, как развиты мозги. И это веками, то есть это в ДНК. Это означает критически мыслить креативно. Ты можешь очень быстро, да, поменять ракурс мышления и в изменившейся ситуации, да, остаться как минимум живым, и так далее. И здесь вот кроется, наверное, наша ДНК успеха. Да? Вот будете книгу писать, мы сегодня дискутировали, да, там, как защитить единорога. На самом деле у нас уже природой, намадом дано чит-код. Чит-код уже есть. У нас есть, да. Даже вот на 70 человек по Балашаку училось в Рочестовском технологическом институте, и нам все преподаватели говорили: казахи, вы какие-то недосягаемые. Вы так шустро думаете, вот вы свою не упустите, да? Я тогда думал, просто мы там люди совка, ну, перестройки, да, вот эти 90-е лихие годы, когда у тебя там электричество там по часам. Голодные, да. Да, ты там как бы свою не упустишь. Но и практика показывает, что не перестроечная эпоха, да, и вот наши сейчас подростки, посмотрите, они рвут международные награды. Вот сейчас только перед эфиром. Во всех направлениях. Во всех. Математика, физика, роботостроение, инженерия. Культура. Все везде, да? Вот. И чит-код работает. Теперь, смотрите, у нас, то есть, что получается? 20 миллионов населения с очень крутым потенциалом. А представьте, если мы дадим им инструменты, методику, да, прокачаем, менторов дадим нормальных, да, то... Что будет? И мы официально считаем, что Казахстан в креативных индустриях может сделать мега-революцию, да, на уровне планеты. И у нас уже, в смысле, это не теория, это практика. Хиксфилд, да, компания, которая думает, отечественная компания, априори да, но по факту это креативная индустрия, они демократизировали кино. Их оценка уже не 1 миллиард, это будет первый дека-юникорн, то есть оценка 10 миллиардов, да, то есть они уже 4 миллиарда стоят. Ребята наши из Казахстана, да, вот, на рынке самым доходным, куда все пытаются попасть, Америка, самый сложный рынок, да, они там преуспели. Вот, если мы хотим, чтобы было 10 Хихилов или 100 Димашев, 100 Манбеков, 100 Скриптонитов, 100 Бекмамбетовых, а они есть. Помните фильм ВДВ? Помню. Видишь поле? Вижу. Видишь суслик? Нет. А он там есть. Вот, то же самое здесь. У нас 20 миллионов населения, и молодежи 70% из них. И где-то среди них есть вот эти вот таланты, или мы называем алмазы неграненные. Вот наша задача всего общества, правительства, бизнеса, инвесторов, гражданского населения, да, создать такие условия, чтобы, первое, эти таланты нашли себя, поняли сначала, в какой вектор идти. И тут мы вступаем в очень важную тему профориентации. Хорошая тема. Куда мне идти? И проблема у нас снова возникает, институт семьи. Прямо сейчас это актуально. Родители выбирают, куда отправлять детей. Да. А не по науке, да, условно говоря, там наукой доказано, вот, если у тебя склад мышления инженерный, ну, из тебя не выйдет хороший эксперт, там, гуманитарий, да, или вот у нас консалтинг, не буду называть компанию, но крупнейшая компания в стране, у них операторы, большая текучка в операторах и очень низкий индекс NPS, это означает индекс удовлетворенности, ну, клиенты недовольны операторами, да, и прям комментарии, 2 звезды ставят, 1 звезду и так далее. И вот мы занимаемся этим, это большой компанией, регионально во всех городах они присутствуют, и мы задаем вопрос: а у вас вот эти люди, которые с людьми работают, операторы, кто по психотипу? Они такие, что? Мы такие, ну смотрите, у вас, мы провели там исследование, да, практически 50% на этой должности интровертированный психотип. Он может работать с людьми,
при определенных условиях, если нету стрессовых нагрузок и вот этих кортизоловых историй. Но если возникает, то там неизбежно потом ищи беды. Поэтому на позициях продажи, коммуникации, где очень большой трафик, и часто бывает, что люди, наверное, неблагодарные, там просто создают конфликтная ситуация, да, лучше по психотипу искать экстравертированных. Да? Это вот, ну, база. Ну да, база. Да, ну, тогда ребята этого не знали, да, вот, то есть это и в бизнесе, да, как бы знание, боевой психологии очень играет большую роль, ты должен очень четко понимать, как работает психология людей, а где это дается? В западных школах, это в университетах, это объясняется, у нас это чуть-чуть фрагментировано, да, в массах нет, поэтому резюмируя, да, если это говорить про мышление, про инновации, где начинается инновация в стране, она начинается с идеи. Но для этой идеи нужно создать условия, да, очень правильно развить всестороннее мышление, критическое, системное, просто позитивно, помним, да. Второе, дальше нужно реализовать. И тут мы понимаем, теперь нужна медиация, нужно решать в конфликтах. Да, у нас каждый хочет быть бастуком. Сейчас, да, проблема у молодежи, все хотят, есть даже такой прикол, не хочу работать на дядю, да, попробовал себе там пошел работать на тетю. Вот, все хотят сейчас быть стартапами и так далее, стартаперами и так далее. Но если посмотреть, даже моногорода, предприятия, возьмем ваше СГПО, да, ИРГ, там, ну и так далее, да, крупные там предприятия, идет ли молодежь работать на эти профессии там за 220 тысяч тенге, где у тебя там первая категория, вторая, третья, да, когда опросы делаешь, они такие говорят, слушайте, там 8 часов работать или быть курьером. Курьером. Да, я там в 2 раза больше заработаю. Вот. Работа не пыльная, что там с точки А в точку Б там что-то доставил, да, в 2 раза больше денег. Или таксистом, условно говоря. Мы говорим, подожди, но ты что, всю жизнь будешь курьером? И всепогодное, ну, то есть, ты реально хочешь? Он такой, нет. Ну, я денег собираю, а потом что-нибудь придумаю. Да, а мы говорим, слушай, а ты можешь попробовать себя, если ты, предположим, ты творец, создаешь, ты вот, можешь создавать там компьютерную игру. Слушай, если создашь компьютерную игру, сделай в Роблоксе игру. Да, я вот 14-летнего подростка в Бишкеке, да, нам знакомые показывали, товарищ $40 тысяч заработал в Роблоксе. Да, и знаю кучу ребят, которые там какие-то денежку зарабатывают. Попробуй там. Блогер тоже профессия, условно говоря, ну, должен быть. А на самом деле сейчас у нас очень много профессий мертворожденных. Да, у нас система образования, она реагирует медленнее, чем контекст мира. Тот же искусственный интеллект и так далее. Поэтому очень важно сейчас вот эта идея придумать, но ее воплотить с учетом супер меняющей ситуации. Да? Как работать в команде, этому нас сильно не учат. Это нужно вот методом проб и ошибок, но я считаю, можно на самом деле это, да, как бы внедрить. Вот. Я видел, как это внедрялось в КТЛах. Вы посмотрите на выпускников КТЛ. Вот у меня сын заканчивает КТЛ. Да-да-да, ну в смысле, у них априори роль учителя совершенно другая. Бэй, наставник. Понимаете, да? Их сразу обучают, они же не разлей вода. Вот пройдет 20 лет, а они как вот были, да, тусовкой так друг же за друга. Это очень круто, на самом деле. Вот, я считаю, что вот этот же метод, по сути дела, да, это именно команда образования, да, начинается со школы, а она дальше сквозь всю жизнь, да, проносится. Я думаю, вот эти штуки, эти концепции из уже наших кейсов надо просто брать и масштабировать, да, как пример. Почему бы это не сделать стандартом во всех школах, да, и так далее. И на самом деле у нас в стране очень много есть крутых проектов. Посмотрите «Ниш», крутой проект, КТЛ, да, наработки, Физмат, Балашак, Назарбаев университет, то есть про образование мы говорим, да, вот, то есть можно просто брать, культивировать и так далее. То есть для других стран это референс, они приезжают, там копируют, внедряют и так далее. Вот. Я думаю, что нам нужно просто смотреть немного системно на эту историю, своевременно обновлять, адаптировать. Да, и так далее. Да, на самом деле, но здесь такой вопрос. Мы сильных отбираем, сильных прокачиваем, но остается же большой отсев ребят, которыми не занимаются. Здесь как? Смотрите, на самом деле ничего придумать не надо. Есть давно доказанный принцип, называется нормотипичное распределение. Или еще называют его кривая Гаусса. Она графиком выглядит так. 10%, 80%, 10%. Эта штука универсальна, она работает на уровне элементарных частиц и на уровне социумов.
То есть о чем это говорит? В группе от 10 человек, мы будем делать там какой-нибудь воркшоп по искусственному интеллекту, 10% скажут: вау, круто, все, я сейчас это все внедрю. 80% такие: ну, что-то полезно, что-то нет. А 10% зачем я сюда пришел? Сейчас все бесполезно, мне все нервирует, это мне не надо. Сидел бы дома, спал, ничего не делал. В масштабах 20 миллионов населения то же самое. Если мы говорим, кто драйвит инновации в стране, опять же, это 10% населения, это инноваторы, бизнесмены. Во все времена так было. И если мы на 7 миллиардов смотрим, то же самое, да? Но если в эти 10%, свой 10%, это 1%, это супер, да? И мы называем это левые и правые, да? Вот. А теперь задача правительства какая, да? Вот были вы президентом, я был бы вашим советником и сказал: господин президент, у меня к вам дельное предложение. Первое, что мы должны сделать, давайте мы определим вот это 10%. Это самые умные, продвинутые, инновационные. Они спят и думают, как что улучшить. Нам нужно их найти. Первое, как нам сделать, чтобы их найти. Второе, они всегда будут появляться. Какая бы система образования ни была, они всегда появятся. Они сами найдут информацию и так далее, прокачаются и так далее. Да? Вот. Все 80% они такие, да, туда-сюда, ну, в целом они пользуются вот этими благами, что 10%. А вот те 10%, казалось бы, ну, давайте мы просто их там, не знаю, избавимся от них. Но практика показывает, ты можешь от них избавиться, но они в тот же момент появятся. Потому что, опять же, это нормотипичное распределение. И там есть ультра левый, еще 1% это дивергентные, да, убийцы, мошенники, насильники, то есть те, кто вообще деструктивные, да, там уже механизмы выявления, детектирования, ну и там изоляции и так далее. Все институты для этого есть. Вот. В компаниях таких избавляются, называют их токсичные, партизаны, подрывники и так далее. Вот теперь наша задача какая? Мы не сможем все 20 миллионов населения превратить в касту брахманов. Это 10%. Да? Инноваторы, ученые, бизнесмены, лидеры и вот так далее. Да? Они дальше должны все это драйвить. Вот. Но вопрос, проблема-то в том, что вот эти 10% не все остаются в стране. Понимаете? Тогда наша задача создать такие условия, чтобы они либо оставались, либо возвращались. Да? И есть куча примеров, как это делается. Да? Вот. Надо создать, соответственно, благоприятные условия. И самое главное, мы с вами разговариваем, там, сейчас родилось там 6 человек, может 12 по статистике, да, вот, и кто-то из них в итоге, да, наша задача создавать комфортные условия, да, чтобы как можно больше, соответственно, появлялось, правильно, надо создать условия. Значит, говоря на HR-языке, надо, их найти, то есть привлечь, второе, развить, удержать. И четвертое, там есть принцип, да, это расставание. То есть даже если наш талант уезжает куда-нибудь в другую страну, не знаю, грин-карту выиграл или там стажировку дали, да, как сделать так, чтобы даже он не в стране, но каким-то образом, боком был связан и помогал, да? И все это уже готово, работает. Посмотрите, как работает комьюнити, нетворкинг, Китай, Израиль. Ну, там, где очень сильно, да, понимание именно комьюнити, как граждане, да, и так далее. И я думаю, что это тоже недоиспользованный наш недоактивированный ресурс. У нас несколько миллионов казахстанцев живут за рубежом. Люди не самые глупые, очень умные. Многие достигли очень колоссальных эффектов, и практика проекта Илюматы показала, что у нас были ребята на волонтерской основе, не живущие в Казахстане, но выходцы из Казахстана, они сказали: мы хотим помочь стране. Мы в других странах, мы достигли хороших высот, карьеры, знаний, мы бы хотели помочь родной стране. Люди есть, надо просто их активировать. Я думаю, что, смотрите, 200 тысяч человек, это вот такие, знаете, S на груди, супермены. Надо вот как-то их найти. Вот господин президент симулирован. Найти, этим удержать. Займемся, да? Да. И еще, да, у нас 800 тысяч населения, да, рождается каждый год. И чисто статистически там есть 10%. Однозначно. Вот формула успеха. Вопрос, наверное, фундаментальный. Как сделать так, чтобы Казахстан по всем параметрам, как в Норвегии, по ресурсам, да, но по экономике не как в Норвегии. Ну, можно это сделать, вот, пожалуйста, да? Самый главный драйвер – это не нефть, не уран, это люди. Это люди. В нужное время, в нужное место, и, соответственно, да. И еще один главный тезис хотел бы озвучить. Я считаю, что 2 профессии в стране, там должны быть самые умные люди. Это учитель и это госслужащий.
госслужащий здесь и сейчас, то есть ты правишь страной, да, неважно на каком уровне. Учитель, ты в долгую работаешь, то есть ты создаешь, обучаешь и закладываешь ценности, знания у всего пласта. И, возможно, где-то там будущий президент учится, премьер-министр, акимы. Они же где-то за партами сидят, впитывают эти ценности. Вопрос, кто их обучает? А у нас проблема-то 30 лет в педагоги шли те, кто не получал гранты, и, то есть там же самый низкий проходной балл был. Ну, так же, это ж факт. Ну, было, да. Было, да, такое время? Это вот благодаря там 5-6 лет назад поменяли, ну, трансформировали, да, систему образования, то есть статус учителя поменяли. 25 лет точно на педагогов шли, то есть уже не самые, вот эта элита, да, 10%. Там были идейные, которые видели свои миссии. Я не говорю, что, да, сейчас учителя там не самые высокие, нет. Были процент тех, кто умнейшие люди, но их не так много было, да. То есть у них миссия была, они чувствовали так, у меня призвание учить. Но машина-то, аппарат работала не на систему. И тогда, если мы хотим к 2050 году жить достойно, адаптивно, в геополитике изменчивой, нам нужно вложиться сейчас в учителей. В учителей? Да, и систему эффективного госаппарата. Да, однозначно. Очень так глубоко погрузили нас. На самом деле, мы пришли к тому, что в первую очередь человеческий капитал нужно развивать. Оно и начинается с детских садов. То есть мы должны все этапы обеспечить правильной методикой. А я вам покажу, откуда готовилось нападение. У нас вот программа «Еле-мы-ты» было 5 групп по образованию. И впервые в истории страны у нас была группа по дошкольному образованию. У нас были эксперты с Финляндии, с Японии. И мы разбирали, что не так с системой дошкольного образования. Садики, да? Опять же, все упирается в мышление, когнитивные навыки, да? У нас, вы знаете, такие садики есть, где дети сидят в галстуках, в пиджачках, учат 3 языка, математику. И это тотально неправильно. С точки зрения нейробиологии, психологии, это не то, чем должны дети в детском садике заниматься. Всему свое время есть наука, есть знания и так далее. Да? Мелкая моторика, они должны как козлики прыгать, игра и так далее, развитие там, когнитивных функций и так далее. Поэтому у нас уже здесь, да, фундаментально неправильно было спроектировано институционально. Потом, кто эти нянечки, педагоги? Вообще-то там закладывается фундамент. Есть знаменитая книга японского автора, да, «После 3 уже поздно». Слышали? Читал. Вот в первые 3 года вот надо вложить, да, это что у нас там? А где это вкладывается? В семье. В семье. А знают ли родители про это, да? Сколько процентов читало эту книгу, да? Были даже эксперименты, казалось бы, да, вот мы сейчас в Федерации шахмата делаем проект. Стать величайшим гроссмейстером шахматов – это ДНК или приобретенный навык? И один товарищ решил заморочиться, да, и он своих дочек, знаете, да, он начал с ранних лет натаскивать на шахматы, и они там стали величайшими, да, там, шахматистками своего времени. То есть гений не всегда в ДНК, на самом деле можно просто в правильное время жизненного пути Homo sapiens, да, человека, дать ему нужны навыки. Здесь, опять же, фундаментально понимание развития мозга и так далее, да. Очень важно раннее развитие малыша. В первые 3 года, оказывается, да, а у нас, к сожалению, не все родители про это знают. Поэтому роль тогда получается садиков, яслей, института семьи, вот она. Если мы хотим супернацию, мы должны с этого и начать. Начинать вот первые 3 года жизни, потом садик, школа, и дальше вся цепочка пошла. Все. И мы опять упираемся в что? Системное мышление. Да, мы говорили, мы видим это с высоты, да, вот как оно, жизненный путь. Здесь все начинается. Если мы хотим быть очень хорошей, богатой страной, да, безопасной страной, страна, которая может себя защитить от всех видов угроз, от биологических до всяких геополитических, да, то мы должны создать элиту, очень крутую, умную, грамотную, да, и выясняется, что подготовка этой элиты, она начинается в семье из 5-6 детей, где-то на югах, это юг Казахстана, это кузница, то есть 8% детей население рождается сейчас в Южно-Казахстанской области, да, и тогда мы говорим, вот, ребята, Челкап, там у нас юг, давайте там создадим все условия, чтобы мамы не парились, да, где там на 5-й подгузник еще денег найти, да, условно говоря, вот. А там какое там 3-летнее развитие, да? Знаете, кто занимается воспитанием детей?
малышей. Малый? Вот на югах есть особенность. Вот 5 детей, малышами кто занимается? Старший. Старшие. А они педагоги? Они читали всех книг? Они половину слов, о которых мы говорим, даже не слышали никогда, да, там, человекоцентричность, там, мелкомоторика и так далее. Мы прям видели, да, как это все происходит. Поэтому очень важно, да, здесь это все увидеть системно, да, и грамотно все это разложить. И все это, на самом деле, вот все, что я вам рассказываю, это все для нас, наверное, это инновация. Потому что в где-то мире оно уже есть. А в мире оно уже есть. Поэтому мы говорим уровни инноваций. Есть инновация уровня там, планеты, там, физики, ученые создают. Есть инновация вот на уровне страны. Давайте просто будем грамотно это, не просто вслепую внедрять, это опасно, не все сработает, надо это все. Поэтому нам нужны... Адресно, точно. Нужны научно-исследовательские институты. Наука, вот она где должна это все брать, да? Однозначно. У нас должно не быть только по садикам. Да. Кстати, очень хорошая идея. Это идея, которая надо прям сделать вчера. Да. И на самом деле ребята этими мы вот уже... Институт развития дошкольного образования. Есть эксперты, и вот, да, многих знают, они создали прям институции, организации, и ходят, объясняют, да, называется это, мне нравится такой термин, евангелизация, да, они там объясняют всем, вот, ребята, садики нужно по-другому делать, да, педагоги, кто сейчас педагоги? Надо им помочь на современные программы. Да, и ты смотришь новости, да? Мы заключили соглашение, теперь у нас ChatGPT во всех школах, да. Мы не отстаем в этой истории. То есть мы как технократические моменты, да, очень круто внедряем. У нас по искусственному интеллекту очень большие достижения происходят. Я сегодня был в институте новом искусственного интеллекта. Да, вот с ректором сидели, обсуждали, как мы... Сапаров. Да, Сапар, да, сегодня обсуждали. Новые институты создали, да, есть ИСАИ, исследовательский институт искусственного интеллекта, да, есть министерство. Сколько стран в мире министерство прям называется, да, искусственный интеллект, такое внимание уделяется. Не так много. То есть в этом плане мы как бы стараемся не отставать. Да. Да? На шаг вперед. Мы реально, мы многого опережаем. Да. Да. Но если системно смотреть, да, на все, то где-то мы отстаем, и нам нужно балансирующее, да? Конечно. Да, у нас будет свой, не знаю, LLM, очень крутая, продвинутая, но люди также будут, да, спрашивать, как варить вареники или бешбармак. Мы же должны еще, их обучить промптингу, назовем, промпт-инжиниринг. Очень важно. Вот у меня такая ситуация сложилась. Я, периодически преподаю, чтобы навыки не терять. И мы же понимаем, что студенты сейчас все через GPT прогоняют, приносят эссе, работы свои, бизнес-планы. Помимо этого еще они это загоняют в ноутбук и презентацию готовую, да. По сути, ничего не делают. Я столкнулся с этим, начал думать, а что делать тогда? И как раз я тогда задумался, давайте, ребята, говорю, хорошо, я не буду проверять ваши эссе, не буду проверять вашу презентацию, я буду проверять ваши промпты. Давайте, кто самый крутой промпт сделает. И вот и все. Оценивать нужно по промптам, насколько ты сможешь ее сделать. Да, на самом деле, да, очень такой глубокий у нас диалог состоялся. А как вы относитесь к такой задумке? Наши соседи, я видел новости, да, выступили с инициативой не принимать письменные работы, а устно. Именно потому, что все пользуются искусственным интеллектом, даже не парятся, да? А попробуй, да? Интересно. Но мне кажется, все же с промптом нужно связать это, потому что промпт-инжиниринг, он тоже как раз и развивает вот эти все направления мышления. Я думаю, что, знаете, против лома нет приема, если нет другого лома. Люди настолько хитрые существа, да, что если так смоделировать, да, если вы будете по промптам, они будут делать шпаргалки на эти промпты. Слушай, там сейчас, вот смотри, вот тебе промпт, универсальный, да, там. Вот это расскажи, автомат получишь. То есть, опять же, да, не запрягаясь. Однозначно такое может быть. Будем двигаться, будем корректировать. На самом деле, очень мы с вами сегодня глубоко обсудили, но у нас есть ряд небольших вопросов, таких блиц-опросов. Давайте я тоже проведу. Можно коротко отвечать «да», «нет». Новатором может стать каждый? Да. В большинстве своем. Да, ты даже дома можешь свою мебель представил, считай, инновацию, да, по фэншуй, я не знаю. То есть это на самом деле заложено эволюционно. У нас мы бы не выжили
да, эволюционно как вид, мы там на самом деле, современная антропология доказывает, одновременно существовало несколько хомо-видов, да. Наш вид оказался самым ксенофобским, агрессивным, сильным, хитрым. Мы там реально съели, да, этих неандертальцев, замочили, условно говоря. И вот это, то, что мы постоянно что-то придумываем, да, мы слабые, у нас все, мы там, любой хищник нас... Нужно выживать. Да, ну, как бы загасит своими там когтями и мускулатурой. То есть, ну, мы придумали какие-то инструменты, адаптировались, и в нашей ДНК вот это вот постоянно изобретать и вот это инновация нон-стоп. Да. Поэтому априори, с точки зрения науки, эволюционно, мы как вид, наша ДНК инновация, внедрение. Хорошо. Ошибки помогают развитию? Да. И есть, знаете, целая наука про эту историю. Эпигенетика называется. Раньше думали, что ошибки передаются только генетическим путем, на самом деле еще эпигенетикой. Есть даже куча, наверное, таких иллюстраций, да, что ошибки позволяют, или вот я как в консалтинге часто говорю, как я себя продаю, да, условно говоря, я говорю, я специалист дорогостоящий не потому, что я знаю, как надо делать, я знаю, как не надо делать. Все ошибки, которые вы можете совершить, я уже их знаю. Либо сам когда совершал, либо консалтинговая насмотренность. И не критические, не фатальные ошибки, да, они тебя закаляют, и, соответственно, вот этот опыт и насмотренность дает. Вот вопрос только, да, теперь, иногда ошибка может быть фатальной случиться. Простой пример, да, вот финграмотность. Одна, наверное, сейчас фундаментальных проблем страны. Тотально никто, у нас народ вот реально не понимает этой истории. И мошенники пользуются моментами, да. Ты можешь там совершить такую ошибку, да, там код сказать, и у тебя одновременно 6 кредитов на тебе. Ошибку совершил, но расхлебывать ты даже не сможешь оценить. Все родственники, я вам реально кейсы рассказываю, да, которые многие, наверное, проходили, да. Пенсионеры берут такие кредиты, и, то есть, они в жизни не покроют, и потом дети годами будут гасить. И это ошибка, на ней можно научиться? Ну, да. Ты, наверное, второй раз на машине несколько поколений. Но, извини меня, эта ошибка, она настолько фатальная, ну, в смысле, она такой колоссальный эффект не только на одну семью, там, конечно. На как минимум 3 семьи, да, поэтому ошибка рознь, то есть надо все-таки, да, вот ранжировать. Да. Мелкие ошибки. Вы знаете, вот в Казахстане у нас, вот на Западе есть культура факапов, да, в целом, даже да. Иногда бывает спрашивают люди, сколько у тебя факапов было, да, ну-ка, опять же, в пределах разумного, да. Но у нас порой иногда люди стереотипно относятся к этому, да, если человек ошибается, значит, все там, он уже приехал, все, с ним дело иметь нельзя. Но все же, да, как-то наранжированно нужно, наверное, эту культуру развивать в пределах разумного, и, наверное, красные флажки должны быть. А можно я отвечу вам здесь не да, не нет, а очень развернуто. Я считаю, что если мы эту культуру внедрим, я поясню вам пример, я вам до встречи говорил, да, возьмем, непопулярно сейчас скажу, возможно, на меня кое-кто обидится, но давайте объективно, это правда. Есть такая дисциплина, называется проектное управление. В проектном управлении есть такой домен, обязательно называется lesson learned, извлеченные уроки. То есть, если ты сделал проект, ты в конце, пожалуйста, проведи извлеченные уроки, что получилось, что нет. Для чего? Потому что ты будешь делать второй проект. И тебе очень важно вот эти ошибки, которые были совершены. И если посмотреть на страну, а мы сегодня говорим про страну, про инновации, да, ну, мы все патриоты, мы хотим, чтобы наша страна была лучше, да. Мы видим все национальные проекты, которые были сделаны. ГПФР-1, ГПФР-2, Цифровой Казахстан, Казахстан 2030, 2050, Рухани Жангару, ну и так далее, так далее, так далее. Вы слышали когда-нибудь, чтобы был разбор полетов? А что мы сделали там, не докрутили, да, чтобы следующую программу, да, это учесть? Я не слышал. Я думаю, что, наверное, такого не было. Ну, потому что, наверное, боятся, да, сказать, ну, слушай, там, давай, что там сейчас? Да, а нужно, нет, надо сказать, слушай, никого расстреливать не будем. И, да, давайте просто честно, да, заведем, запишем, никого расстреливать не будем, да, давайте вот будем копить базу факапов. Да, как не делать? Вы посмотрите все наши большие инфраструктурные проекты, вы можете назвать хотя бы один, который был построен в срок, вовремя и в ожиданиях стейкхолдеров, это святой треугольник проектного управления. Назовите один за 30 лет. Вы знаете? Нет. Не, а там априори тяжело, на самом деле, ты в срок не попадешь, да? Не, ну, это такой вопрос с подвохом. Да. В принципе... Риторический вопрос. Да, это сложно делать. Но, по крайней мере, а если вот те проекты большие, да, инфраструктурные, да, которые вот мы сделали эффективно. Ну, я не буду брать последние. Наконец-то мы ЛРТ запустили. Наконец-то. Наконец-то. Хочу покататься. Я точно не катался. Но можем ли мы извлечь уроки, да? Это же не первый наш проект, большой инфраструктурный. У нас сейчас будет строиться атомная электростанция.
Серьезно. Это вопрос очень важный, всех очень сильно волнует. Безопасность, энергетика нужна. Ну, и мы когда проводили исследования, почему какие-то, часть населения была взбудоражена вопросом, они негативно относились, они на самом деле не были против АЭС. Они боялись, да, что на опыте всех больших инфраструктурных проектов снова случатся те же ошибки, которые мы совершаем, да, понимаете. Поэтому я считаю, что база факапов, она должна появиться, да, начиная от национальных проектов, заканчивая просто, да, в принципе, был крутой формат, жалко, он у нас очень редко проводится, я был на таких, называется в стартап-среде, называется «Ночь факапов». Факап Night. То есть знаете, Печа-Куча есть? Да, Печа-Куча. TEDx, да, а есть Факап Night, это прям франшиза. Шикарно. Да, где приглашают фаундеров, и их задача, они рассказывают, слушайте, у меня был такой факап. Очень крутой формат, и он еще вечером проводится, когда все работают. И очень ценно, потому что, знаете, успешный успех, сейчас открою Инстаграм, он у всех есть, да, а вот самое ценное, это, смотрите, я вот такие факапы совершил. В Алмате есть стартапер, наш друг Диас Тастанбек, вы знаете, нет? Тоже он постоянно презентует про свои стартапы. Он, по-моему, 19 стартапов. Серийный такой, да? Да, серийный еще такой. И все эти стартапы он провалил, но в то же время заработал. Очень интересно. Да, у нас следующий вопрос. Будущее начинается с инициативы одного человека? Да, всегда кто-то, знаете, эту искру зажигает. Вот. Но в одиночку сложно сделать, нужны единомышленники, которые, знаете, эту... Вот Данка же был один, величайшие умы, философы, да, они в свое время были одни. Но мы их знаем только потому что у них были единомышленники, ученики и последователи. Да. Поэтому ты можешь быть гениальным провидцем, но если ты не можешь свою идею гениально донести, собрать единомышленников, ты будешь для них каким-то чудаковатым гиком. Ну, конечно. Поэтому в маркетинге даже есть такая штука, да, фраза, да, если тебя не видно, тебя нет. Если ты хочешь что-то для страны поменять, новатор, изобретатель, ты должен обладать еще навыком ораторского мастерства, риторики, убеждения, навыков, да, вот, доносить свою мысль, аргументировать, обосновывать. То есть человек должен, если человек хочет участвовать в жизни страны, что-то делать, он должен присутствовать в публичном поле, да? Я думаю, что мы затрагиваем еще одну больную тему для нас, это аполитичность, да, то есть все думают, ладно, что-то там без меня все решили, так все сделали, но на самом деле каждый должен разбираться, в политике, каждый должен разбираться в экономике, системно. Базовый минимум. Джентльменский максимум. Если иначе не получится, тогда мы не станем великой страной. Конечно. Я простой пример. Я открывал офис, трансформировал одну компанию в EdTech, Dataism, да, и занимался целый год стамбульским офисом. Я долго не мог понять риторику коллег из Стамбула. Ребята, они говорят, слушай, у нас тут политика решает. Я говорю, как политика решает? Мы вообще там не вне политики. Вообще коммерческая структура. Они говорят, ты не понимаешь. Я пока туда не полетел, да, вот бизнес-встреча, да, час. Мы 30 минут вообще общаемся, да, не про бизнес там, политика, что там выбор. И чтобы вы понимали, да, два подростка, они вот во дворе, подростки дерутся за политические взгляды. Настолько они включены в политическую жизнь вообще с детства. Вот это для меня было. У нас дети и подростки, они вообще у нас половина взрослых, как бы там политика не ориентируется, да, там, кто что. А в Турции они настолько у них там есть правительство, и они за это оппозиция, да, и там, допустим, мэр Стамбула, да, он там в оппозиции, да, говоря. Очень интересный кейс, да? Да, вы знаете эти кейсы, да? Конечно. И настолько, и там такое ощущение, ты такой смотришь не дискуссию, да, двухполярных, как будто два фаната, там, ПСЖ и Арсенал сидят, что-то обсуждают, кто круче. И вот это мне было, если честно, в диковинку. Просто у нас как-то так случилось, да, исторически, там, политически, свой контекст. И вот я там год занимался проектом, я понял, я когда поехал, я такой, я вас понимаю, почему на самом деле для вас очень важна политика. В принципе, она реально основополагающая. Конечно, это у них, как сказать, часть жизни, образ жизни отчасти. Молодежь Казахстана готова к переменам? Всегда. Если честно, вы посмотрите на все, что было связано даже с радикальными переменами, да, Кантар, потом Желтоксан, это всегда было молодежь. И молодежь всегда априори, она, гормоны играют. Они всегда максималисты, они всегда там, у них
такое окно эволюционно заложено, да, они всегда, грубо говоря, подвержены, они нонконформисты, они всегда, вот проблема отцов детей, знаете, да, вот этот период, там, 16 лет, там, допустим, там, 25, да, это люди, которые думают по-другому, это теория поколения, знаете, да, мыслят по-другому, у них другая система ценностей. И исторически сложилось, что все перемены, да, вот это самая благоприятная среда, и многие пользуются иногда не в умышленных целях, именно опору делают на вот этом пласте, да, которые еще не обладают мудростью, ими даже легко заманипулировать, к сожалению, да. Вот. И мне кажется, наша задача, я устраиваю сейчас все свои импакт-проекты исключительно на молодежь. Нам с точки зрения психологии очень сложно поменять взрослых. Это кувшин полный. Это даже другой термин называется. Это называется андрогогика. Механика преподавания для взрослых совершенно отличается от педагогики. Да? У меня большой опыт и там, и там. И если мы говорим про трансформацию страны к светлому будущему, то да, здесь сейчас надо заниматься обучением, переквалификацией взрослого населения. Здесь сейчас. Но фундаментально нам нужно инвестировать в молодежь, в детей, и мы уже там окунулись, да, в какой возраст. Педагогика, да, правильные смыслы, ценности. Вот. У нас на самом деле же нет национальной идеи. Назовите, вот Рухани Джунгуру мы сегодня говорили. Если посмотреть на документ, очень крутой. Национальной идеи вы имеете в виду в общем контексте или для школ? Вообще, у нас должна быть, знаете, у нас должен быть маяк. Вот, останови любого человека, дворника, школьника, да, там, президента и там, таксиста, продавца, и спроси, какой наш вектор в стране? Мы куда? Вот здесь я бы сказал, вот я, как вот в университете отчасти курирую вопросы идеологии, да, 4 направления вот я вижу. Ну, наверное, их больше нужно популяризировать. Первый – это за Казахстан. Хорошая идея. Это вот именно начинаются помыслы, чистые помыслы, да. И самое интересное, я вот буквально недавно в Аркалыке был, наткнулся на произведение Ибрая Алтынсарина «Тазабулак». И это метафора, где он рассказывает о том, что люди вот пьют из этого родника воду, очищаются, помыслы свои очищают, и как раз сейчас ее вот как раз как-то хотят связать с Таза Казахстаном. То есть об этом говорили еще 200 лет тому назад. Закон и порядок, он уже тоже исходит из Таза Казахстана. Это же чистота, это же закон, порядок, справедливость. То есть, мне кажется, в целом, вот, если правильно подойти к этой идее, она берет корни, грубо говоря, от Ибрая Алтынсарина, и можно ее попробовать. Как вы думаете? Я думаю, это принцип высшего порядка. Знаете, пирамида потребностей. Есть базовая потребность, комфорт и самореализация. Когда мы говорим... Я думаю, что у нас на всех уровнях должны быть ориентиры. Первое, непростое время живем, мы видим, что геополитически, да, у нас... Следующая война, эксперты это открыто заявляют и говорят, но следующая война будет за воду. Да. Да? Энергетика, вода. Теперь смотрите, да, если мы хотим как нация еще просуществовать 1000 лет и дальше, да, мы должны для себя определить эту стратегию на 1000 лет. Она есть... Как Китай, стратегия тысячелетия. Да, она есть у других стран, явно, неявно, но там четко горизонт планеты, опять же говорю, про стратегическое мышление, да, это не 10, 20, 30 лет. Конечно. 500 и 1000. Да. Почему там гонка за космические, нано, биотехнологии, да, ну и так далее. Потому что там есть стратегия на 500 лет. У нас нет стратегии на 500 лет. Поэтому философски мы это в небольшом кругу единомышленников брейнштормим эти идеи, да. Я уже молчу про стратегию человечества, которой у нас нет. Но если смотреть на... мы тут можем не дожить, да, в смысле можем самовыпилиться как вид. Ну, то есть мы часы судного дня приблизились. Но не хочу сейчас на время нет уходить. Если мы говорим про новаторство, инновацию и стратегическую конкуренцию, преимущество, мы должны как страна остаться, потому что сейчас тут соседи между собой там воюют очень сильно, да. Первое, мы должны как бы выжить. Поэтому первая стратегия, что мы должны сделать себе такого, да, чтобы продбезопасность, вода, энергетика, да, защита, защита границ, да, то есть мы должны тоже думать об этом, да, талантов, потому что сейчас на самом деле идет война за талантов. Вот я познакомился с ребятами, Инвест Гонконг, есть такая организация, я думал, частные ребята,
мы с ними там по Zoom 2 раза, и они такие, слушай, дай нам пайплайн стартапов. Я только обрадовался, вау, Гонконг, там деньги. Да. И начинаем выяснять, это вообще госпредприятие. Их задача запылесосить наши стартапы к себе. Они говорят, мы даем деньги, сид-инвестиции, да, доступ к международным рынкам. При одном условии, вы к нам, твои стартапы к нам должны регистрироваться. Я говорю, минуточку, смотрите, это не совсем то, что нам нужно стратегически. Они нам самим нужны. Вот, да, то есть другие страны не скрывают, то есть у них целые организации есть, да, правительственные, которые это выкачивают. Америка делает это уже десятилетиями, Австралия, ну, то есть Великобритания, Канада. Да? То есть они создают все условия, эти визы талантов. Вы думаете, не просто так? Да. Нет, поэтому мы должны... В Америку так и строили. Вот мы должны тогда задуматься, да, стратегически на следующие на 500 лет. Первое, нам нужно таланты, опять же, да, у себя оставить, обезопасить, создать такие условия, не железным занавесом прикрутить их оковами, да, конечно, а такими условиями, чтобы им было комфортно. У нас большая страна, очень красивая, не все в порядке с экологией, но это поправимо, умы есть. Вот. То есть, если посмотреть так, знаете, когда стратегии играете, и такой бросаете кости, и вам выпадает страна, которую нужно за 200 лет развить. Да. И есть страны с такими условиями, там, ни воды, там, пески, какие-то Сахара, да, там. А у нас, смотрите, ну, у нас все, кроме океанов. 8 из 10. Нормально. Да, климат, все, люди талантливые, да. Ну, то есть, это как стартек, да. То есть, можно, у нас на самом деле фора крутая, если так посмотреть. Да, даже, может быть, океан, то, что он будет повышаться у нас, это даже спасет. Да, согласен. Кустанайская область готова к идеям? Да, я думаю, любая область готова. Здесь, наверное, играет... Чисто статистически, научно, знаете, что определяет это плотность населения? Чисто статистически, то есть сколько в области сейчас населения? Около, по-моему, 800, да, 750-800 тысяч. И применяем, да, кривую на распределение, то есть 10% инноваторы. А берем Москву, 20 миллионов, как весь Казахстан, да, у них там только в одном, да, в одной агломерации, да, плотность вот этих 10% зашкаливает. Или там какие-то Индию, Китай. Чем больше людей для страны, тем стратегически лучше, чисто из-за статистики, да, вот эти 10%. Это как вот я профориентацией временами занимаюсь и по регионам ездим. Вот в Кустанайской области, по-моему, около 400 до 500 школ. В Туркестанской области 1500 школ. По сути, 3 области находятся, грубо говоря, в одной области. А у нас же еще маленькая же область, по сути, по территории небольшая. Интересный кейс. Вопрос следующий у нас. Иногда риск необходим для развития? Да. Ну, я всегда склонен к тому, что... Это еще помните про басню, да, Крылова? Про ерша? Про рыбку, которая боялась выплыть, да? То не искутывать, не пьет шампанского, но нужно, если риск совершать, если ты грамотно прокачанный, степень риска, риск нельзя избежать с точки зрения риск-менеджмента, ты можешь его там немножко минимизировать, передать, нивелировать и так далее, да, стратегия по рисками. Нужно грамотно рисковать. Все или ничего. Так нельзя. То есть нужно еще, это называется риск-аппетит. У нас же и проблема из-за этого лудомании возникает, да, там народ, там все свое состояние, да, да, потому что не могут рисками управлять, ведутся на всякие истории. Но поэтому здесь нужна оговорка. Да, рисковать надо, но правильно. Несколько кейсов, как находить новые решения. Первое, самый легкий просто способ, всегда говорю, если у вас 2 человека больше, берете 10 стикеров и делаете фокус. Все ложите на бумагу. Перекладывайте на бумагу. Почему нужно на бумагу, не проговаривая? До последней идеи, да? Да, чем больше, тем лучше. После 5-й у вас начнется не туннельное мышление, вы начнете генерировать какие-то классные идеи. Стикеры. Я бы стикерам памятник поставил. Я считаю, что стикеры, кто придумал их, компания Post-it, Трем, памятник надо поставить. Именно стикер – это главный драйвер инноваций. Если посмотреть, все идеи гениальные, они были так или иначе. Может быть, в Кустанайской области поставить, да? Нет, я так шучу, конечно, но, по сути дела, да, тут психологический эффект есть. Мы вот проводили эти эксперименты, это прям доказано, есть, это называется эффект белой вороны. В группе людей мы начнем какую-то точку зрения обсуждать, будем, не будем там делать музей там зерна, да, условно говоря. Я скажу да, вы скажете да, допустим, да, там 5-й человек будет против. Но пока к нему дойдет очередь, он скажет да, хотя был против. Но коллективное мышление и
боязнь быть белой вороной его изменит точку зрения, и он сам это поверит. Поэтому вот эта вербальная коммуникация, у нее есть изъяны. Мы можем немного случайно манипулировать других. Поэтому вот почему стикеры здесь выручают, да, это называется методика тихого штурма. То есть ты задаешь какую-то тему фокусирующую, все пишут, и никто не знает, что говорит, и как бы это не испорченная, да, информация. А потом, собственно говоря, у тебя есть массив, у вас 10, у меня 10 идей, и у нас 5 человек, 50 идей. Чисто статистически 10% По-любому. Принцип Парето, да? Вот 20% стикеров дадут 80, или идей дадут 80% результатов. Эта методика всем известна, называется это методика управления группой фасилитация. Методы куча всяких, известно человечеству. Эти методики, так или иначе, они там доступны. Пожалуйста, можешь ChatGPT спросить, он тебе выдаст от 6 шляп Боно до Scamper, Райс, там, не знаю, 100-500 всяких видов. Ты говоришь, слушай, у нас 5 человек, мы тут в бане с ребятами штормим бизнес-стратегию нашего предприятия, у нас есть 20 минут, помоги. Все, вам ChatGPT будет вашим фасилитатором, разложит. Я думаю, мы можем на этом завершить, да, наш подкаст. Очень интересно, я думаю, в целом для молодежи Кустанайской области. В первую очередь, вот вы приехали, завтра у вас большое мероприятие. Желаем вам успехов. Я думаю, каждый кейс, который вы здесь сейчас рассказали, наши зрители еще раз пересмотрят, зайдут в GPT, там, может, через Google изучат, какие-то ваши кейсы будут использовать в жизни. Однозначно. Это первоочередная наша задача, да, чтобы мы передали свои знания. Вот как говорят, у тебя есть идея, передал идею второму человеку, и у него, и у тебя есть идея, да, а яблоко ты так не передашь, яблоко только у одного человека будет, да, на самом деле, ценность идеи. Благодарим вас за то, что посетили наш подкаст. Зрителей просим подписаться на нашу страницу в Ютубе и в Инстаграме. Просим наблюдать, будут интересные спикеры, будем продолжать. Если есть идеи, предложения, конечно, оставляйте комментарии, пишите, мы всегда рады. Лучшая инвестиция – это в себя. Да. Знание – лучшая инвестиция.